Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов, и итоги дня смотрите сегодня в программе. У Якутии новый премьер-министр. Вместо Евгения Чекина будет назначен Владимир Солодов. Кто он и откуда? Поможет ли это поднять отрасль в стране? Возможно, изменится закон о нерегулярных чартерных рейсах малой авиации. Республика претендует на выделение субсидии. Смертельный питомник. Прокуратура проверила пункт передержки безнадзорных животных в Покровске. Там посетитель обнаружил трупы собак. Что выявила проверка? Дело в копилку развития сельского хозяйства. В Алданском районе набирает обороты свиноводство. Вопросы разведения и содержания поросят в сюжете из Алдана. Северный десант высадился в Якутии. Культурный проект с актерами театра и кино России добрался до Ленска. Как прошел творческий вечер? И русские матрешки в виде звезд мирового футбола. В дни чемпионата мира в городах, где проводятся матчи, охотно расходятся интересные и креативные сувениры. У Якутии будет новый премьер-министр. На должность председателя правительства будет назначен действующий заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева Владимир Солодов. Об этом сообщил Айсен Николаев на заседании с представителями местного самоуправления республики. Известно, что Владимиру Солодову 35 лет. Он выпускник факультета государственного управления МГУ, кандидат политических наук. В полпредстве он работает с 2015 года, отвечает за вопросы социальной и экономической политики. Нынешний премьер Якутии Евгений Чекин ушел в отставку. В должности главы Кабинета министров он работал с октября 2016-го. Айсен Николаев сказал, что Чекин изъявил желание работать у нас в республике в другом месте. Сегодня Якутия отметила 15-летие образования Института местного самоуправления. Озвучили, что за это время пройден большой путь. Из 440 органов самоуправления в 431 глава избирается народом прямыми выборами. Считается, что это довольно хороший уровень демократии в республике. По уровню как раз развития демократических институтов, наверное, наши органы местного самоуправления одни из лучших в стране. У нас 431 муниципальное образование главы выбираются прямыми выборами, в 14 сходами населения. Город Якутск входит в число 7 субъектов Российской Федерации, где мэров столичных городов выбирает само население. И это показатель, еще раз говорю, развития гражданского общества, развития в целом органов системы самоуправления. Конечно, создана колоссальная нормативно-правовая база самоуправления. Сегодня все самоуправления имеют достаточно четкое уже разграничение полномочий. Якутия вошла в десятку лучших регионов по выполнению майских указов Владимира Путина. Согласно рейтингу компании «Медиалогия», республика заняла 5-ю строчку регионов России в социальной сфере. Речь идет о выполнении указов по реализации государственной и социальной политики, совершенствовании здравоохранения, образования, науки, также демографической политики. Озвучено, что с 1 января в регионе повышена зарплата работников бюджетной сферы, а с 2010 года продолжительность жизни якутян увеличилась с 66 до 71,5 лет. В Ленском районе для жителей поселков Витим и Пеледуй будут субсидированы перевозки на теплоходе до Ленска. Граждане добились этого жалобами в администрацию района на чересчур высокие тарифы. К примеру, стоимость проезда в один конец из Витима в Ленск составляет 5000 рублей. Администрация района сообщила, что помощь будет оказана. При поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и депутатов районного совета главой в 2018 году было принято решение о субсидировании данных тарифов с местного бюджета в размере 10 миллионов рублей на 120 рейсов.
В Мирном начнется прием заявлений на предоставление адресной и материальной помощи для проезда в городском пассажирском транспорте. Получателями льготного проезда станут школьники, проживающие в отдаленных районах города, таких как аэропорт, Заречный, Верхний поселок, Геологический, Ромашевка и Газовик. Это дети из числа семей со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума. Кроме этого, получателями станут учащиеся специальной коррекционной школы и школы номер 8, а также женщины, награжденные знаком «Материнская слава». Заявления на предоставление льготного проезда будут принимать в мэрии в отделе социальной политики по адресу Ленина, 11, кабинет 122. Начисление производится для школьников на учебный год, то есть это 9 месяцев с сентября по конец мая, а для матерей производится на целый календарный год с января по конец декабря. Производится расчет у нас, исходя из 50 поездок в месяц мы оплачиваем. И в среднем на одного школьника приходится где-то 12 150 рублей. Принимаем мы заявления обычно начиная с августа, можно подойти в конце июля, в середине июля, чтобы получить бланки, собрать необходимый пакет документов. Уровень воды у якутского села Сватай Среднеколымского района приблизился к критической отметке. Сейчас он составил 7 метров 47 сантиметров при критических 7,5 метров ровно. Отселение людей не проводили, однако сейчас они находятся в своих домах. Подготовлены 2 пункта временного проживания, которые могут вместить до 140 человек. Помимо села Сватай, в зоне затопления все еще находятся дворовые территории сел Аргахтах, Налимск Среднеколымского района и Колымское Нижнеколымского района. 9 июня организована доставка гуманитарного груза из Резервного фонда России. В Якутию прибыли мотопомпы, кровати, передвижные электростанции, тепловые пушки, палатки. Из резерва республики для ликвидации ЧС муниципальным образованием переданы материальные ресурсы на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Всего на территории республики во время паводка в этом году, я напомню, пострадали 57 населенных пунктов в 15 районах. Большая вода подтопила почти 1500 домов и 2650 дворов, а также 38 соцобъектов и объектов инфраструктуры. К другим новостям. Весь срочный груз для подразделений компании «Алроса» доставлен по воде в первые недели навигации и уже отправлен на север. Так докладывают логисты. Сейчас они работают в штатном режиме. На склады продолжает поступать техгруз. В хорошем темпе идет завоз всех видов топлива. Благо, пока река позволяет, уровни воды держатся высокими. Все подробности у коллеги Олеси Васевой. Негабаритный груз в Ленском речном порту встречают нечасто. В этом году в первый месяц навигации на берег выгружали карьерные самосвалы. Каждый кузов не меньше 10 тонн. Разместить его на прицепе тягача получается не с первого раза. Здесь нужна почти ювелирная точность. Технику для Айхальского и Удачнинского комбинатов заказали к доставке в первую очередь. Сейчас она заняла свое место на складских территориях Ленского отделения УМТС. Карьерные самосвалы для работы на Верхнемунском рудном поле – срочный груз. Его уже отправили адресату. Остальную технику поставят на колеса, как только снимут ограничения по тоннажу на трассе Ленск-Мирный. На сегодняшний день мы работаем чисто точечно по тем целевым задачам, которые определяет в первую очередь предприятие компании. Сегодня это, скажем так, на июнь месяц обозначены такой груз, как аммиачная селитра. Мы начали ее отгрузку сразу по поступлению, мы отгружаем ее по направлению Айхал, Удачный. И по ряду технических грузов, то, что связано с выводом фабрик для ремонтов. То есть это комплектующие для оборудования, мельницы Семтек.
В Ленском отделении УМТС за первый месяц навигации приняли 27 тысяч тонн технических грузов. Это всего 62% от прошлогодних данных за аналогичный период. Условия для судоходства благоприятны. Уровень воды в Лени позволяет ходить с максимальной загрузкой. Но груза для отправки из Усть-Кутского отделения пока нет. Зато завоз нефтепродуктов идет хорошими темпами. Мы на сегодняшний день уже 26 тысяч с воды приняли. Порядка 10 тысяч сегодня рейд, это включая поставщиков нашего топлива. Ну и видим уже отгрузку движения из Усть-Кута. То есть здесь на сегодняшний день 130% к уровню прошлого года. И говорим о том, что довольно ритмично идет работа по приемке всех видов топлива. В Ленском речном порту, кроме грузов акционерной компании «Алроса», встречают и суда сторонних заказчиков. В этом году они обещают увеличение поставок. Первые недели навигации речной порт работал с полным рейдом. Стартовало активно, даже пришлось вводить двухсменку для переработки грузов, чтобы суда не простаивали. Сейчас работаем в штатном режиме. На сегодняшний день мы переработали 59 тысяч. Для выполнения квартального плана портовикам осталось принять с воды 20 тысяч тонн. Олеся Васева, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». В Ленском районе в 5 километрах от села Чамча горит лес на площади 9 гектаров. Жители деревни вчера заметили дым в лесу и сообщили об этом в диспетчерскую службу города. Сами параллельно при этом начали тушить пожар. На помощь к ним вылетели сотрудники авиалесохраны и сбросили 3 парашютистов. Позже на технике прибыли 13 сотрудников авиапожарной службы. Совместными усилиями к 4 часам ночи огонь удалось остановить. Сегодня туда вылетел самолет Ан-2 для оценки ситуации. От берега Нюи 1,5 километра почти. Там для рыбаков это было бы, скажем так, не свойственно. Скорее всего, это была гроза. Прошли у нас грозы по району. Это наиболее частые причины пожара. И скорее всего, это гроза и была причиной пожара. Сейчас минутная реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Смертельный питомник. Прокуратура проверила пункт передержки безнадзорных животных в Покровске. Там посетитель обнаружил трупы собак. Что выявила проверка? Дело в копилку развития сельского хозяйства. В Алданском районе набирает обороты свиноводство. Вопросы разведения и содержания поросят в сюжете из Алдана. Северный десант в Якутии. Культурный проект с актерами театра и кино России добрался до Ленска. Как прошел творческий вечер? Русские матрешки в виде звезд мирового футбола. В дни чемпионата мира в городах, где проводятся матчи, охотно расходятся интересные сувениры. Это Якутия-24, прямой эфир. Итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Якутский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом народного депутата республики Александра Уарова. Его обвиняют в получении взятки. Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сразу 2 депутатов парламента Якутии по подозрению в получении взятки в крупном размере. Это Александр Уаров и Дмитрий Савин. Якутским городским судом продлен срок содержания под стражей обвиняемых Уарова и Савина на 3 месяца, а всего до 4 месяцев 29 суток, то есть до 25 сентября 2018 года. Постановление не вступило в законную силу. Прокуратура Хангаласского района провела проверку в пункте передержки безнадзорных животных в Покровске Хангаласского района. Напомним, в апреле этого года посетитель обнаружил на территории этого пункта трупы собак и даже полутушу лошади. Об увиденном он рассказал в социальных сетях, сопроводив пост жуткими фотографиями останков этих животных. Что выявила проверка? Детали ситуации у нашего корреспондента Виолетты Засимовой. В тот день житель города Покровск Сергей Землянский вместе с сестрой отправился на поиски ее собаки. Не найдя ее в черте города, они решили посетить пункт передержки в надежде на то, что их питомца поймали догхантеры. Приехав на место, они никого не обнаружили из работников, хотя и был будний день, но затем им открылась страшная картина. Все было закрыто,
Телефоны контактные, указанные на заборе, отключены были. Я посмотрел через щель, приподнялся чуть, увидел лошадь. Лаяли собаки, и лошадь, полутуши лошади лежала. Конечно, это дико было. Я перепрыгнул через забор и пошел к вольерам. 4 вольера, везде сидели собаки, лаяли. 1, 2, 3, 4 везде посмотрел, нашей собаки не было. А 5 он сначала, вначале пусто было, а в конце что-то... В общем, я зашел вовнутрь вольера и увидел гору трупов собак. Целая гора трупов. Смерзших собак. Здоровые, маленькие, всякие разные. После публикации в социальных сетях об ужасах Покровского пункта передержки Сергей Землянский, как общественник, человек, неравнодушный к судьбе братьев наших меньших, обратился в благотворительный фонд защиты животных «Белый бим». Те, в свою очередь, откликнулись на сигнал и решили увидеть собственными глазами, как содержат безнадзорных животных в Покровске. Ужасная антисанитария, просто ужасная. Извиняюсь, они прямо ходили на своих фекалиях. У них ни мисок толком, воды совершенно нигде нету. Мы нигде не нашли даже флягу с водой. Миски дырявые, тазики дырявые, поэтому, я думаю, их даже не поили, если честно. Ни корма, ничего, совершенно ничего не нашли. У них стоит там печка, то есть они их сжигают, и прямо в углу участка лежат сожженные трупы собак, останки точнее. В итоге, по результатам проверки прокуратуры, был оштрафован предприниматель, который в начале этого года выиграл тендер на содержание данного пункта передержки. С 25 мая пункт передержки приостановил свою деятельность. Теперь неизвестно, кто осенью возьмется за отлов собак в городе Покровске, когда завершится дачный сезон и своры собак заполнят улицы. Тем более, что средств из республиканского бюджета на регулирование численности безнадзорных животных из года в год выделяется все меньше. Оттого и желающих взяться за это непростое дело не так много. Виолетта Засимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус. Цены на бензин по России стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и некоторого снижения во вторую неделю месяца. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, выступая в Совете Федерации. Причинами роста цен назвали увеличение налогов, рост мировых цен, изменение динамики курса рубля, обеспечение поставки топлива на биржевые торги, также возможное нарушение антимонопольного закона. Для стабилизации цен ФАС применил весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников. Именно так отметил замглавы ведомства Голомолзин. Власти смогут привлекать в сельскую местность безработных граждан из других регионов. Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в закон о занятости, которые способствуют повышению мобильности граждан. Для оптимизации региональной программы инициатива Минтруда наделяет субъекты правом вносить в нее изменения. Минимальная продолжительность срочных договоров для привлекаемых работников сокращается с 3 до 2 лет. Чтобы защитить права работников, местные власти имеют право ежегодно проверять наличие задолженности у работодателя по уплате страховых взносов. Все эти изменения, как отмечают авторы, позволят стимулировать работодателей на создание привлекательных условий для работников из других регионов для повышения их мотивации к переезду. В Алданском районе набирает обороты свиноводство. К освоению этой отрасли приступило местное агропромышленное предприятие «Екакит». С вопросами разведения и содержания поросят ознакомились наши алданские коллеги. Этим малышам почти месяц от роду. От мамы их отняли в 3 недели. Желудочное пищеварение у них установится через несколько месяцев. А пока основу прикорма малюток составляет сыворотка. Вкусная и полезная жидкость, остающаяся после отжима творога. Порода ланграсы у нас. Хорошая обычная порода, то есть очень вкусное мясо у них. Для сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Екакит» свиноводство направление новое. Строительство комплекса началось 2 года назад. В ближайшее время здесь будут установлены специальные нагревательные лампы, которые помогут снизить риск гибели новорожденных поросят. Уборка в загонах производится 2 раза в день. Впрочем, провести внеплановую чистку совсем не проблема. То есть там гидросмыв,
У нас получается все как бы автоматически смывается. Очень чисто, не нужно, человек постоянно не должен находиться. Буквально за полчаса можно. Все будет очень чисто. Сегодня в хозяйстве кооператива 500 поросят. К концу года планируется увеличение поголовья в 2,5 раза. Все загоны будут заполнены и в продажу поступит продукция Якокитского свинокомплекса. К концу года планируем заполнить полностью свинарник, где-то 120, то есть крупных будем особей, и 20 у нас получается свиноматок. Ну и будет по возрастным группам, то есть постоянно будут меняться. В ближайшие месяцы увеличится штат сотрудников свинокомплекса. В смену здесь должны работать как минимум 2 свинаря. В первую очередь это необходимо в правилах безопасности. Поросята имеют милое обыкновение жевать все, что попадет под пятачок, и захватить кормящую руку для них пара пустяков. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, село Якокит. Университеты начинают набор студентов на первый курс. 20 июня вузы страны начинают принимать документы от поступающих. В этом году учебные заведения России в общем получили 390 тысяч бюджетных мест для выпускников школ на бакалавриате и специалитете, плюс магистратура. Как обычно, большая часть абитуриентов нацелена на 10-20 ведущих университетов. Конкурс там будет, как всегда, большой, а средний проходной балл от 85 до 90 и выше. Приемная кампания начинается сегодня и в СВФУ. ВУЗ предлагает абитуриентам направление подготовки 12 институтов, 5 факультетов, 3 филиала в Мирном, Нерюнгри и Анадыре. Всего выделено более 2500 бюджетных мест на очное обучение. Также ВУЗ проводит набор на 4 образовательные программы среднего профобразования на базе 9 и 11 классов в колледже инфраструктурных технологий. Подать документы в приемную комиссию необходимо до 26 июля включительно. Этим летом дети Нерюнгри не смогут побывать в новом корпусе детского лагеря «Мужество». На совещании районного совета депутатов заявили, что срок сдачи этого объекта смещается с конца июня на более поздние сроки. Подрядчик не провел работы на сетях тепло- и водоснабжения, септиках и резервуарах. Дату сдачи объекта должны уточнить до 31 августа. Пятый по счету культурный проект «Северный десант» стартовал с Иркутской области. В нескольких городах и поселках состоялись творческие встречи и мастер-классы. В проекте принимают участие актеры советского и российского кино и театра. Вчера этот звездный «Северный десант» на теплоходе высадился в Ленске, в Якутии. Рассказывает Денис Семенов. Теплоход «Берегиня», на котором путешествуют артисты десанта, причалил к Ленскому берегу в 3 часа дня. Эвклид Кирдидис лично помогал экипажу пришвартоваться. На берегу их встречала торжественная делегация. Артистов угощали хлебом с солью и кумысом. От имени всех жителей нашего города Ленска, Ленского района Республики Саха-Якутия, рада приветствовать вас на нашей якутской земле. Сегодня для нас большая честь приветствовать вас. Напомним, «Северный десант» – культурный проект, во время которого группа известных артистов театра и кино посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. В этом году в маршрут «Северного десанта» включены несколько объектов на территории нашей республики. Генеральным спонсором и партнером «Северного десанта» является ООО «Иркутская нефтяная компания». Вы знаете, это удивительный проект «Северный десант», и я уверен, он станет брендом и Иркутской нефтяной компании, Иркутской области, а теперь уже и Якутии тоже. Я вообще первый раз вступил на якутскую землю, и уверен, что «Северный десант» станет брендом уже и Якутии. Вечером в районном доме культуры состоялся концерт и творческая встреча столичных артистов с жителями Ленска, куда пришли более 300 горожан. Как отметили сами артисты, встреча получилась по-северному гостеприимной. Это тебе от меня. Здесь теплее, здесь они
так радужно встречают, и такие аплодисменты только можно услышать вот в таких городах, вот в таких маленьких, где население ждет тебя. Граница максимально размыта между актером и зрителем. И мы вступаем в прямое общение с тем зрителем, который не избалован, который гораздо более открыт и голоден до искусства, до выступления, до общения. И зритель очень по-северному открытый, непосредственный, и это подкупает. Неформальное общение артистов театра и кино со зрителями, фотосессия и раздача автографов продолжились после концерта. Сегодня, 20 июня, участники «Северного десанта» провели мастер-класс для культработников и участников самодеятельности. После артисты отправились в соседний Мирнинский район. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. Во время проведения национального праздника Сеха Туймады 2018 в Якутске будут курсировать автобусы. График вы видите сейчас на своих экранах. Работать они будут 2 дня, 23 и 24 июня. Это 2 маршрута. Номер 155 Гимеин-Усхотын-Гимеин и 156 автовокзал Усхотын-Автовокзал. Стоимость проезда составит 45 рублей. Ну а завтрашняя дата, 21 июня в Якутии, объявлена нерабочим праздничным днем. Напомним, Госсобрание Илтумен приняло такой проект закона в окончательном чтении еще в апреле этого года. При этом в якутском парламенте отметили, что к представителям федеральных органов решение о нерабочем дне носит только рекомендательный характер. В дни чемпионата мира в городах, где проводятся матчи, охотно расходятся сувениры. Одни из популярных – это матрешки в виде звезд мирового футбола. Как они выглядят, передают коллеги из агентства «Рейтер». Горячие во всех смыслах деньки настали в Москве не только для участников чемпионата мира и болельщиков. Ожидаемый бум переживает торговля сувенирами. Лидеры продаж – расписные деревянные куклы, матрешки. В духе времени мастера придают их лицам черты знаменитых футболистов, а раскраска повторяет цвета национальных сборных. Каждый фанат найдет на прилавках своих фаворитов. Юный Сантьяго Дои приехал из Канады поболеть за представителей родины своих предков Колумбии и купил подходящую матрешку. В ней мои любимые игроки – Хамес Родригес, Радамель Фалькао и многие другие. Это классно. Идею оценил и болельщик из штата Миннесота с аргентинскими корнями Тони Ваникола. По-моему, это здорово. Тут у них не только команды-участницы Кубка мира, но и игроки американского бейсбола и футбола, команды колледжей. Очень забавно. Для продавца Усена Турду торговля деревянными куклами – нечто большее, чем просто бизнес. Матрешки, в основном, мне кажется, это как семья. Это одно целое. Вот тут уже, чтобы беречь, как будто символ, да? Чтобы беречь, открывайте, и вся семья выходит из этого. Есть в ассортименте и предложения для людей, равнодушных к футболу, но таких сейчас явное меньшинство. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. До встречи!